вопросы касаемо нашей истории данного, данного ролика. Я надеюсь, это видео обязательно посмотрят и прослушают мои ауховские братья. Очень важно, чтобы это услышали акинцы. Лам Эхка или акинцы. Вы поймете, почему я это говорю в дальнейшем, чему я это говорю. Дело в том, что вы видели на сторис у меня некоторые документы. И в этих документах... Так, особо делаешь. Особо делаешь. Телом. Держи этот чингачкук. Буквально недавно я вот. Я опубликовал документ на нашем канале в сторисах. Если я не ошибаюсь, в сторисах или в истории я опубликовал. Скрин вы видели, да? Некий ник под названием Сагалгайче, так и называется. В последнее время я вообще не обращаю на это внимания, не акцентирую, знаете. Пытаюсь заниматься другими моментами в истории. Мне не важно уже столько, сколько, поскольку вот эти мифы и сказки этих сказочников, сколько непосредственно наша история. Но этот человек опубликовал, я написал вам, что его много раз я опровергал, то есть это еще тот сказочник, балабол и мифотворец. Но несмотря на это, этот человек пишет там, вот этот человек, то есть о морали говорит, я уже не буду повторять, вы видели, наверное, тот, кто зашел, мне скинули скрин с текстом и с фотографией, вот он проводит фильм, там приглашает его, он сеет фитну, между туда-сюда и так далее и тому подобное. Так вот, это последний его пост. А предыдущий его пост, вы знаете, в последнее время у нас есть очень большая проблема, и я особенно тоже опубликовал, буквально с выступлениями старейшин Ауховского района. Это проблема, которая длится уже на протяжении долгого времени. У нас вопрос Ауховского района вообще, мы переживаем за них, болеем за наших братьев. Об этом говорит и руководство тоже. Каждое 23 февраля напоминает руководители нашего региона. И мы знаем, что это такой вопрос, который в основном между собой оставляет определенные недопонимания и проблемы, именно касающиеся Ауховского района. Так вот, этот человек опубликовал, тот, который учит меня морали и нравственности, который говорит и рассказывает. Там есть несколько человек, которые целенаправленно работают, проводят античеченскую, антинашистскую пропаганду, разжигание межнациональной розни. И этот человек говорит, что я на передаче у Ахмада, где я не затронул, ни один раз я даже не сказал или не назвал никаких национальностей, грубо говоря, да, кроме как мы говорим о каких-то проблемах внутренней нашей истории и всего остального. Но на варе, как говорится, шапка горит. И пуканы порвались, пердаки начали летать налево и направо. Извините за столь небрежное высказывание, но иногда, если не высказать этим людям, потому что они доходят до того, что вплоть оскорбляют мой народ, мой этнос, моих национальных героев, я должен с ними вести себя культурно. Я пытаюсь максимально и так себя сдерживать. Ладно, процитирую эти слова. Вопрос касаемо ауховцев и акинцев, которые проживают в Ауховском районе. И вообще всех Эхкой и Лам Эхкой,
у которых болит сердце и переживает. Мы просим только за Ауховский район, за реабилитацию и за закон о реабилитации, чтобы выполнили закон. Больше ничего нету. И смотрим, какой же текст написал тот же самый Сагалгайче на своем канале. Зачитываем. Цитата. Это так называемые люди, которые говорят, что акинцы не являются чеченцами, что акинцы являются ингушами, или же акинцы произошли от ингушей. И этот человек пишет прямым текстом пост. Мы за восстановление Ауховского района. Это мои посты в основном, которые я сделал. После этого, которые пошли, это высказывания, выступления наших старейшин ауховских, наших представителей моего народа. Я цитирую. Соучастие в чужой лжи. Точка. Начинаю. Цитирую. Многие из нас видели и видят, как завидным постоянством часто упоминаются две проблемы – пригородный район и аух. О пригородном районе я никогда не поднимал этот вопрос. Я говорил конкретно закон о реабилитации касаемо моего народа. Своим народом и частью своего народа я считаю ауховцев и акинцев. Это и есть часть нашего народа, которые считают и знают, что они есть нохчи. Так вот, и многие нохчи-блогеры затрагивают только чеченский вопрос, имеется в виду ауховцев, чеченцев, акинцев. Никогда. Это клевета и ложь. Он, видать, должен был тут сказать, что, может быть, они это делают, или более или менее войнохитые блогеры это делают. Но чеченцы не затрагивают. Они говорят о своей проблемном вопросе, точнее, о своих братьях Ауховского района, которые хотят реабилитировать, чтобы приняли закон о реабилитации, чтобы вернули их дома. Я зачитываю дальше, не отвлекаясь. Эти абсолютно, с большим буквом пишут, подчеркиваем, абсолютно никак с друг другом не сравнимы. Даже больше, в двух этих случаях проблемой можно назвать только пригородный район. Аух проблемой вообще не является. Всем ауховцам, всем, от мала до велика, у кого болит сердце, кто переживает, кто говорил, что я якобы пытаюсь кого-то разделить, или я там, хочу к себе перетянуть. Никогда в жизни подобного ни один нохчи не говорил. И не будет говорить, запомните. Еще раз повторю. Этот текст, если он даже успеет удалить, если он сделает удаление, все ауховцы должны знать, этот текст написал не осетин, не дагестанец, ни кто-либо другой. Канал называется Сагалгайче, и он у себя публикует. Причем после этого поста, буквально через следующий пост, он пишет мне и показывает мое видео, где я обсуждаю внутренние чеченские вопросы, говорит, что я разжигаю, обманываю людей, говорю недостоверную информацию. Вы этот скрин видели. Зачитываю. Еще раз. Даже больше в двух этих случаях проблемой можно назвать только пригородный район. Аух проблемой вообще не является. 70 лет. Многие старики, которые оставили даже завет с просьбой вернуть их дома, все эти люди, которые сегодня переживают за аух, выходят тысячами на митинги, с просьбой, чтобы восстановили их права, чтобы восстановили их район, вернули их дома. Эти люди пишут, что проблема, именно он, цитирую, пишет, не кто-либо другой. И я вам зачитаю обязательно все, что мне прислали по этому человеку. То есть с этого контакта. И уже вы должны, ауховцы, решить. Вы же мне навязывали вот эти братские отношения и все остальное, говорили, что я якобы занят. Я ни про них такое бы не написал. И никогда бы не сказал, что пригородный район не является проблемой. Ну дальше. Проблемой вообще не является. Так зачем эти два вопроса как бы случайно упоминают один за другим, в особенности представители Чечни? В особенности представители Чечни никогда его не зачитывают таким форматом.
То есть пригородный район, особенно в новейшей истории, не зачитывают, потому что есть некоторые документы, которые вы сами уже подписали, есть выступление вашего первого президента, и это ваша личная проблема. Ауховцы не подписывали ни один договор, не говорили, что они никогда не попросят восстановления Ауховского района, и с тех пор, как вернулись, требуют возвращения и восстановления Ауховского района в пределах того, как были до выселения, точнее, чтобы был восстановлен район и отдали, вернули обратно землю. А здесь упоминаются представители Чечни, якобы именно так. Все очень просто. Благодаря этому упоминанию у недалекого слушателя или простого человека со стороны, не в курсе местной проблематики, сложится картина, автоматически как бы уравнивающая эти два случая, подводя к нужной чеченской пропаганде мысли, мол, необходим территориальный возврат. Точка. Ведь пригородный район был отторгнут от Ингушетии. Принят федеральный закон, обязывающий вернуть его и так далее. Соответственно, если вслед за пригородным одном предложении упоминается какой-то другой еще территориальный вопрос, то логически у человека складывается мысль, что там тоже такой же случай, тоже требующий некого возврата кому-то чего-то. И это именно та мысль, которая нужна ичкеро-пропаганде. Точка. На пальцах, двоеточие, пригородный район, Буро, Владикавказ и Ауховский район никаким образом не могут сравниваться между собой. Слушайте, точка. Территория пригородного района была частью Ингушетии и до, и постцарскую, в советскую эпохи, включая город Буро, Владикавказ. Это факт, с которым невозможно спорить, и который в силу того же не отрицает даже противник. Аух для рабов соседей, живущих только, я цитирую, аух в скобках, для рабов соседей, живущих только желанием им угодить, читать особенно внимательно. Никогда не входил ни в... Дальше смотрим. Я цитирую, это как бы здесь абсолютно так, сейчас. Никогда не входил ни в каком виде в Чечню. Ни до депортации, ни вообще до советской власти, никогда вообще. Тут я остановлюсь. Уважаемые друзья, до 1921 года, до 1924 года, аух никогда не входил в Дагестан, если на то пошло. Это было науховское общество. Он входил в Терскую область вместе с остальными чеченскими землями. Этот баран, который это написал, если хочет, должен посмотреть карты и документы и рассказать. Не нужно нам рассказывать сюли сказки, которые там они у себя перепечатывают. Еще раз повторюсь, я цитирую его слова. Опять же, в чем ошибка этого норнийца, тупорылого барана? Чеченцы и ауховцы говорят не о том, что они часть Чечни, и восстановить его как часть Чечни. Таких разговоров не было. Здесь речь идет о восстановлении Ауховского района в пределах Республики Дагестан. Этот дебил и имбецил все исковеркивает и пытается показать и говорить то же самое, что говорит Красный Горшок, Хафизовщина и все остальные, те, которые занимаются этим. Повторюсь еще раз. Аух для рабов, слушайте, в скобках, для рабов соседей, живущих только желание им угодить,
читать особенно с большой буквы внимательно. Никогда не входил в состав, ни в каком виде в Чечню. Это как раз таки ложь. Дальше. Ни до депортации, ни вообще до советской власти, никогда вообще. Слушайте, это просто район Дагестана. Цитирую. Это просто район Дагестана, где живут акинцы, причем большая часть живущие там это не чеченцы, а ассимилированные. Слушайте дальше. Ауховцы и акинцы, особенно вы слушайте. А ассимилированные выходцы из горных районов Ингушетии, в частности, из Эрш, что в Джейраховском районе, но об этом в другой раз. Соответственно, тут речь идет о Веппе, если я не ошибаюсь. Соответственно, уже нельзя ставить эти две темы по сравнению. А если ставить, то только с умыслом, с целью. А представляется тут цель пропаганды. Слушайте, уже вы понимаете, да, чью речь ведет человек. А преследуется тут цель пропаганды подменой помочь Чечне в легализации в умах людей возможности отторжения части Дагестана. Придание этой мысли легитимности иными словами. Кто обычно ведет такую дискуссию? Думаю, вам напоминать уже не нужно. Конец цитаты. То есть, не возвращение Ауховского района, то есть дома ауховцам, акинцам, которые ассимилированы на самом деле, кем не указано, они являются джейраховцами, здесь указано или джейраховцами, или горными районами, Ингушским горным районом, так указывают здесь, оказывается, Ингушский горный район. Как вам такое, да, в принципе? Но ничего, тут, я надеюсь, вот эта видеозапись в Ютубе сохранится, она будет недолгая, кому интересно, посмотрит. Сейчас мы затронем более. Продолжим быстро. И я прошу, здесь не надо писать, читай дальше и все остальное. Здесь нужно делать пояснение, чтобы люди понимали, о чем речь идет. Если вы хотите изменить формат или довести до людей иную информацию, проводите сами. Или же просто послушайте, почему так ведется речь. Дальше читаем. Там цитата заканчивается, продолжение идет снизу. Это даже нельзя назвать веб. Так, либо облегчите пригородный район. Все самое удивительное, тут вот зачем манипуляции чеченской. А вот дальше. В целом, самое удивительное, здесь пишет дальше пригородный, либо так. Смотрите, пригородный район, когда в одном предложении друг за другом, либо приведет вас, указывается, либо облегчите, переводите весомость проблему пригородного, либо придаете вес чужой вымышленной пропаганде. То есть проблема реабилитации Ауховского района, Ауха и Ауховского района, они называют вымышленной проблемой. Ее нельзя ставить на уровень с пригородным районом. Всегда и ауховцы, и остальные нохчи, ауховцы, которые принадлежат нохчи народу, всегда говорили, эти две проблемы нужно восстановить закон о реабилитации. А в отместку нам вот такие вот люди норвежского происхождения говорят, что это не является проблемой, что это вымышленная проблема, вымышленная пропаганда. В целом, самое удивительное тут вот что. Зачем эти манипуляции чеченской стороне нужно понятно. Они пытаются найти в этом свою выгоду для территориальных новых приобретений. Вы послушайте, то есть вопрос, самый болезненный вопрос, где 1000 людей не могут вернуться домой, чеченцы, говорят, играются ею, манипулируют ею, чтобы потом высказать свои претензии. Сюли точно такие ролики снимают и говорят те же самые слова. Один в один. Понятно, если бы это сказали бы Сюли. Или же это люди работают вместе,
против единого ногчи народа, в том числе ауховцев и остальных чеченцев. То ли делают специально то, что будет якобы больнее и занимается фитнесом. А этот человек, я еще раз повторюсь, он в сторисе закинул меня, где я веду непосредственно свой диалог с Ахмадом о чеченской культуре, традициях и так далее, и так далее. Он закинул, сказал, что я занимаюсь обманом, фитнесом. А я вот просто теперь вам показываю. Для акинцев особенно, ауховцев, которые всегда говорили и хотели единства, братства, я их понимаю. Но проблема не у нас, остальных ногчей, а проблема у них. Дальше. Именно у таких людей. В целом неудивительно так, для приобретения, для новых, 1000 раз повторенная ложь становится правдой. Это нехорошо, но это понятно. А вот что непонятно, так это какого черта этому сочувствуют некоторые галгай. Вопрос. Ош фулелду. Вопрос. Е хатшун цу ши хаман. Аслаш. Хаман башле ешо лерха лул хошт хест лушда. Вайнахис хинна дехал цу лул хошт чулат ряч. Шойнсан якам я чуттейт ряч. Вошел да из яхш. Ош лилдериг вошел датшун. Аш лилдериг омал я цубаханса шуна сахада алдуаш царна шухесталуш цар шулей цар шо леймо мар лархац швашт хамди зац ханхоз хабардяш. Это он уже пишет на родном, тем, кто не понятно, чтобы вы знали, что аккаунт дальше и снизу под ним. Я не стал остальные, то, что мне прислали, я вам зачитываю. Когда мне прислали этот ролик и мою фотографию, то, что это разжигание. И там стравливают. Не будет, если не будет вот сильно. Хорошо. Я не могу понять одного. Они говорят, что акинцы, ауховцы не имеют отношения к чеченцам, они говорят. Ладно, если это так. То тогда буквально через 5 минут они говорят, что это несопоставимый вопрос. Это несопоставимый вопрос с пригородным районом. Как раз таки сопоставимый вопрос. Почему и пригородный район, и Ауховский район, речь идет закон о реабилитации, возвращение домов, возвращение названий. Вот о чем идет речь. А этот баран говорит, их нельзя совместить. То есть он говорит, что акинцы, ауховцы это не чеченцы, что они джайраховцы или ингуши. И сразу же говорит, и эти земли всегда принадлежали Дагестану. И никогда не входили в Чечню. Они как раз таки никогда не входили в Дагестан, чтобы было понятно. До 1921 года. Ладно, дальше. Смотрим, что пишут под ним. Там нордийцы и их бриганды. Ауховский район всегда был исконно Дагестан. Это пишет в Акистете. Ауховский район всегда был исконно дагестанской территорией. Земли Дагестана доходили до Киялала, Шарой. Тут уже посягают. Автоматически, я хочу понять. Шарой, говорит, принадлежит Дагестану. Это пишет ингуши в Акистете. Шарой вполне слушал. А после Киялала уже Галгай. Прочитайте завещание Андуника. То есть мы должны прочитать завещание кого-то, и мы не знаем
где и кому принадлежали истинные земли шароевцев. Шароевцы в основе своей имеют ДНК J2, и к Сюле не имеют никакого отношения. И земли шароевские, и чеберлоевские всегда были чеченскими. И не были они ни дидойскими, ни Сюли, и всех остальных, которые перечисляют. Но, если таким образом чеченцы начнут говорить приблизительно, что земли Джайраховского района никогда не принадлежали ингушам, а они всегда были осетинскими, правда это будет или нет? Вопрос открытым оставим. Почему Шаройский район является и дальше как раз таки он пишет: Киелала, прочитайте завещание Андуника. Читаем дальше. Спартак 40 пишет: все верно, валлахи, биллахи, и мы должны быть очень мудры, как никогда и никогда больше не поддаваться этим чачанам или другим народам. Мы всегда были одни, всегда. Барт я цоуга динал я мейрал я. Дальше. Они сейчас ведут масштабную игру, чтобы ввести, слушайте дальше, цитирую. Они сейчас ведут масштабную игру, чтобы ввести в заблуждение наших людей, сбрасывая ролики, сближения, пыль в глаза, но при этом забрали недавно заповедник. Еще раз повторюсь. Валлахи, биллахи, таллахи. Для начала. О сближении ролики никто не закидывает. Они были и всегда оставались единым народом. Вот такие ублюдки нордийские, как этот, Чекиндес, который пишет это. У них пару пабликов, которые они занимаются непосредственно максимально разжиганием межнациональной розью. Никогда не идут, не показывают свои лица, не имеют я калла, я ма, я борша, я си, я шумшош. Но все-таки, чтобы вы знали, что они определенных людей, которые подключают и пишут, тут ничего удивительного нету. Еще раз повторю. То есть ролики, где мы говорим, что мы один народ, мы братья, происхождение одно. Они считают вот как. Они сейчас ведут масштабную игру, чтобы ввести в заблуждение наших людей, вбрасывая ролики сближения. Пыль в глаза, но при этом забрали недавно заповедник. Забрали заповедник, который был украден в 2009 году. И он не был никаким заповедником. Это вы без стыда и совести, несмотря на то, что вам доказали, что эти земли чеченские, вы прислали в правительство Чечни, и председатель на тот период парламента Даудов говорил, не имея ни стыда, ни совести, мало того, что украли земли, вы просили разрешения, чтобы на этих землях, грубо говоря, позволили, то есть документ вам позволили построить заповедник. Нету заповедника. Эти земли не входили в заповедник никогда. Никогда не входили в заповедник. Украв их, прихватизировав, вы хотели сделать и закрепить его за вами. Земли вернули и вам добро не дали построить на нем заповедник. Вы хотели его включить. Документ. Дождь архивный документ. Я их публиковал 18-19 год. Вернитесь, я могу вам хоть сейчас их взять и показать. Распечатайте, они есть в свободной версии, тут не нужно быть гением. А они думают, прошло сейчас 6 лет, 5 лет, все забыли, они сейчас расскажут вам, что оказывается чеченцы украли земли заповедника. Он пишет, мы должны показать, слушай, пыль в глаза, тогда мы должны показать, забрали недавно наш заповедник. Никакого заповедника ночью не забрали. Валлахи, биллахи, талахи, никогда не забирали никакого заповедника. Это однозначно. Отставили 77 тысяч гектаров. Это правда. Мы должны показать центру, чтобы мы, граждане этой страны, и мы готовы поддержать свою страну в любую минуту. Я не знаю, к чему это вообще. Мы должны делать все возможное и невозможное, чтобы через свои отношения, сблизить Грузию с Россией. Мы в самый трудный я не понимаю, при чем тут Грузия и такой резкий переход, но остается фактом. Дальше смотрим. Сблизить Грузию с Россией. Мы в самый трудный для страны период провели референдум и остались в составе России, в отличие от этих кочевников, которые, получив по голове, поменяли курс.
И дал кельешу, борщ йосумша. Ишт ойлияш, меллюла, я борша, я те йочул, хумана. Шуцкая борша хрячу, не хума хрмаячу. Что мы сделали, не сделали, получили, не получили, по крайней мере, боршал хелдерма ези, и он халитал. Боршал хелез. Сколько и как, что произошло, мы знаем. Тут не все камни еще показаны. Цундера, шусанел борщ йосум шиити ешляци камял. Именно кто пишет так, я говорю, или считает. Мы должны делать все возможное, так. А эти все скрины есть, если вы хотите посмотреть, они никуда не делись. В трудный для страны провели референдум. Эти кочевники, которые, получив по голове, поменяли курс. Нельзя чачанам довериться, иначе окажемся в пропасти. Необходимо экстренно поставить посты по всему периметру границы. Горогорск, Сирноводск, Малгобек, Фад, Кавказ и так далее. Это под постами, под постом, где Ауховский район ни в коем случае не является таким же, то есть не подпадает под закон о реабилитации, если цитирую, то есть это абсолютно разное. Дальше читаем. Я заканчиваю. А теперь смотрим под ними, кого они имеют в виду. Эхкы, Аршхуай, Мержуай, Цечуай, которые живут в Аухе, Дагестане, абсолютно никакое отношение не имеют этим землям. Это пишет непосредственно тот чувак, который сидит и пишет. Слушайте, не имеет никакого эхкы, ауховцы, шун язин душун, что вы не имеете никакого отношения. Язинок сюлиш бачу. Не имеет никакого отношения к этим землям. Эта земля, слушайте дальше, точка, лека, эти ингушские рода, которые живут на данной территории, переселены из Ингушетии. Экки переселились в 1248 году, оказывается, 1248, то есть это во времена Тамерлана, я так понимаю. Ну, ладно, дальше читаем. Во время монгольского нашествия на Аланию. Слушайте, во время монгольского нашествия на Аланию, Ингушетию. Аншхуай. Фяппи, он пишет, это не Фяппи, это Вяппи, и они четко указали, кем они являются. Мержуай, Цечуай переселились в Дагестан в 1562 году. То есть в 1562 году был Дагестан, в 1248 году был Дагестан, а мы все этого не знали. Когда пишет, во время кабардино-казако-ногайского нашествия на Ингушетию по указанию кабардинского зятя Ивана Грозного. Зачем здесь сказки сочинять? Чечня на Кавказе, на земле ингушей и дагестанцев появилась 300 лет назад, в начале 18 века, с помощью России. Конец цитата. Так. По-моему, Нарт Кавказ Инг пишет, по-моему, нам таким боком не стоит, так написано, нам таким боком не стоит смотреть на это, потому что в отрицание ауховского вопроса поставить в ряд и наш пригородный район. Таким отрицательными комментариями мы дискредитируем вопрос о реабилитации репрессированных народов. Хоть один человек, который более или менее написал что-то адекватное. Все верно. Добавить нечего. Там вопрос стоит о возрождении Ауховского района, который просуществовал, то есть Сюлишан подыгрыватель, который просуществовал всего-то навсего 5 месяцев до депортации, и после него
не возрождался, а пригородный район – это древние ингушские поселения, плюс поселение Ангуш топоним, по которому Россия дала старт по написанию официальных документов. Нацию ингуш, естественно, у этих двух районов совершенно разная проблематика. Конец цитаты. Канал называется Сыгалгайче с нижним дефисом. Вы можете найти этот пост. Мы за восстановление Ауховского района. Такой пост был сделан мною, несколько постов подряд. И под ним, скопировав его, указывается, что вот, оказывается, ауховцы и все остальные тейпы, которые проживают там, не являются чеченскими или не являются частью чеченского народа или частью чеченской проблематики. Но то, что ушли в 13 веке и 16, то есть в 13 веке ушли, оказывается, джейраховцы, то есть ахкинцы, а в 15-16 веке ушли Орстхой. Оказывается, Орстхой испугались в 16 веке, в 1562, нагая кабардинских нашествий и ушли. А я и не знал, на самом деле, оказывается, они в тот период жили на этих землях. Странно очень. Что-то о таком нашествии на Кабардино-Ногайского, нашествие на Орстхой мы никогда не слышали в истории. Да из чего бы других взяться. Сейчас, буквально минуту, я дверь закрою. Ассаламу алейкум раматуллахи ва баракату. Вот такие вот вбросы. И после всего этого сказанного указывают на меня и говорят, что я якобы занимаюсь там, рассказываю. В этой передаче с Амадом я не пытаюсь оправдываться или что-либо кому-либо говорить. В передаче с Амадом задавались вопросы, которые касаются внутренней тематики нашего народа, истории нашего народа. Там не затрагивал. Единственное, что сказали, что некоторые люди воруют культурное наследие нашего народа. Если мы абсолютно два неидентичных и морально, и нравственно, и духовно, если мы два разных народа, то это, конечно же, само собой, наше культурное наследие мы просим не воровать. Никто не назвал ни национальности, ничего остального. А теперь, продолжая дальше, я опубликовал еще два поста у меня на канале, здесь в Инстаграм, вы видели про Нахчмахквай. И башенный комплекс, который в Шаройском районе, да, восстановили в Шаройском районе, замковый комплекс. И мне здесь, опять же, Сармат Кавказ под названием в Фейсбуке написал большую. И я хочу, чтобы вы понимали, это люди взрослые. Это не написали какие-то, это люди определенные, занимающие должности, люди, которые умеют писать. Это сразу видно, что цитирование, публикации, что люди занимаются наукой, что они не понаслышке знают. Ну, по крайней мере, кто бы ни был, информацией они владеют, и им предоставляют эту информацию. Он пишет у меня под постом, опять же, фотографии или башенных комплексов чеченских. Он пишет у меня: уважаемый любитель достоверной информации. Ну, у меня в начале в шапке написано. Ты выставляешь на фото откровенно недостоверные башенные новоделы. Точка. Не в курсе, что на этом месте не было подобных строений, или ты знаешь об этом, но все равно ты намерен ввел в заблуждение своих сотрудников. Во-первых, не моих сотрудников. Во-вторых, на этом месте в Шаройском районе были башенные комплексы. Там было 4 башни, и остальные, именно так, замкового комплекса, были жилые башенные комплексы. Валлахи, биллахи, таллахи, до 19 века вы можете увидеть эти фотографии. Есть места, где указано 4 башни там, а есть уже более поздние, когда уже были разрушены эти башни, где осталось 2 башенных комплекса. И они реставрированы. Дополнены, недополнены, это не ложь.
на этом месте были башенные комплексы. Разрушены, сколько их было или нет, как их восстанавливали, нужно, это не заведомо ложно. То есть там, в Шаройском районе, на этом месте были башенные комплексы. Я могу сказать то же самое касаемо вашего башенных комплексов, которых было до определенного времени всего лишь 5. А потом, когда чеченцы построили 6, вы достроили там еще 2 башни и сделали, чтобы у вас было 7, а не 6, как у чеченцев. То есть больше, чтобы было. То есть вам восстанавливать можно, а нам восстанавливать нельзя. В таком формате, я правильно понимаю? Вам можно, а нам нельзя. Будь то новоделы, и вам можно, нам нельзя. Я правильно понимаю? И тем более с учетом того, что сами шароевцы знают, были там или не было. Продолжаем дальше. У меня нету сотрудников. Ты в заблуждении своих сотрудников. Я не знаю, почему написал это. Вчера послушал, и дальше идет. Доктор Саламова, я прошу вас, этот эфир будет сохранен на YouTube канале и в Инстаграме будет сохранен. Я не мог сегодня выйти, и у меня были проблемы. Я попросил своего друга, чтобы он приехал, вот он рядом, чтобы он дал свой телефон, и я через его телефон зашел. Из-за этого я зашел слишком поздно. У меня вопросы накопились, и из-за этого только. А так я в 10 должен был выйти. Но в 10 у него не получилось, и я, к сожалению, мне пришлось зайти в это время. Я не собираюсь вести еще там час или 2. У меня пока проблемы именно с вещанием из-за этого. То есть технические телефона у меня нет. Именно которые я вел эфиры. Дальше быстро зачитам. Вчера прослушал. Эта передача стала поперек горла. Я не знаю почему. Там в основном все идет о нашей истории и наших проблемах. Но передача Амада, видать, очень сильно задела. Вчера послушал твою половину выступления или интервью. Ты там с одним парнем вел диалог, который снял фильм. Вообще-то речь шла не о фильме, но ладно. Почему до середины не хватило терпения? Вот как только ты начал говорить очень корректно за соседней, понятно, что за ингушей, я не называл там ни ингушей, никого, заметьте. Но люди сразу почему-то говорят за ингушей. То стало противно. Ты говоришь, что ингуши воруют у чеченцев культурные составляющие и территории. То есть я говорю там, в этой передаче. Я предостерегал и говорил, что делать так не могут никто из соседей. Понимаете? Дальше смотрим. Ты говоришь, что ингуши воруют. Я не говорил, что ингуши воруют. Это ложь, это клевета. Будь добр озвучить, пожалуйста, хоть метр присвоенной ингушами чеченской территории. Ну, ой. Метр не будем говорить. Посмотри все предыдущие мои передачи о территориальных претензиях. Узнаешь, о каких территориях говорят речь. Точка. Я не хочу сейчас долго углубляться, ты узнаешь, о чем идет речь. Дальше читаю. Озвучил. Так, дальше. Составляющие, так, дальше. Ингуши воруют у чеченцев культурные составляющие и территорию. Ну, культурные составляющие вы можете посмотреть. Что касается, когда упоминаются истанги, когда упоминаются нохчи адхак пондар и так далее и тому подобное, говорят, что якобы эти инструменты были только вашими или являются вашим историческим наследием, кое не является достоверным. Это культурное наследие нохчи народа в основном. Что касается истангов, мы публиковали огромное количество. Истанги профессионально и лучшим образом делались только на юго-восточной и восточной части нашей Родины.
То есть это ауховцы, это ичкеринцы, это вот область и Низ, и Гудермес, и Курчелойский. В этой области делали самые лучшие истанги, самые красивые истанги. Что горные общества, а в тот период, когда их делали, в основном вы еще многие из гор не спустились, там все написано. Это написал не я, это написали русские ученые. И вот эта тупая отмазка исти, что у вас есть перевод или нету, публиковали у Ахмадова, у Халида Ашаева. Зайдите, посмотрите, что обозначает истанг, и вы узнаете смысловую нагрузку, как говорится. Поэтому не надо говорить, что я, опять же, я не упоминаю там конкретно. Я сказал вообще неправильно, когда покушается на культурное наследие нашего народа. Но ты просишь, что в данном контексте я упомянул конкретно случаи. Я тебе называю конкретно случаи или музыкальных фольклорных произведений, или музыкальных инструментов, или истангов, тех же самых. Да? Я тебе перечислил 3. Сколько тебе еще нужно перечислить? И что именно? Или же давай поговорим о башенных комплексах. Это уже отдельный вопрос и долго. Мы можем это обсуждать. Сармат, Кавказ, тебе проще было бы. Я надеюсь, что на Фейсбуке кто-нибудь этому человеку покажет это видео. Пускай хотя бы один. Не надо угрожать. Я знаю, что ну сотьеш вать хари содючунаха, сохартвала, если я лгу или обманываю своих людей, свой народ, ввожу в заблуждение о нашей истории, имейте мужество, показывай лицо, не надо, там я приеду к тебе, ты приедешь ко мне на границе, вот эти разговоры мне не нужны. Валлахи не нужны. Я с вами не собираюсь ни воевать, ни убивать, ни материть вас. Или по телеграмму запрос и поговорить со мной, показывая свое личико и сказать, вот здесь ты обманываешь, или здесь ты не прав и сказал так-то, и опровергнуть меня. Зачем очищать меня от грехов, зачем брать мои грехи на себя и так далее и тому подобное, я не знаю. От того, что вы там пишете, эти байду, ладно. Продолжим дальше. Пишем, будь добр, озвучить. Я озвучил. И она дальше пишет. Территории. 4 восклицателя. Ее нет в природе и быть не может. Но я вам сказал. Может. Ачхой-Мартановский, ныне Серноводский район, Галанчевский район, где земли были стихаря в 2009 году присвоены. Вы можете посмотреть записи на тот период президента Юнусбека Евкурова. Вы можете посмотреть своих историков, достойных, которые сказали правду, что вот этот кусок земли был по ошибке, нечаянно или так далее взят. Но его вернули, все как бы. Зная об этом, запятая, как историк, запятая, заявляешь об этом, захвате своей публики. Я не заявлял об этом своей публике, когда поднимают вопрос и начинают мне задавать вопросы и говорить, каково я считаю или что я считаю насчет этого промежутка территории, я могу вам рассказать, как его украли, как его вернули, кому он принадлежал исторически, какие общества там проживали, сколько они проживали, в каком году они на 4 года переходили Ингушевский округ. И после были возвращены обратно. Что он больше никогда за всю историю существования человечества он не был. Что в каком году была вообще создана ваша автономная область территориально непосредственно. Вот эти вопросы, когда вы задаете, я вам отвечаю. А в основном я говорю, а до этого мы разные. Нет, я никогда не отрицал, что когда-то мы были единым. Но вы пишете такое, и тогда приходится вам отвечать. А вам ответы не нравятся. Когда вам говоришь правду, вам не нравится. Дальше. Своей публике. И тут начинается, как говорится, моральная такая, этическая, психологическая давка. Не забывай, запятая, что ты сеешь фитну между мусульманами и обязательно будешь отвечать за свою ложь. Во-первых, если я распространяю ложь, я буду за нее отвечать. Если я говорю правду, я и перед Всевышним Аллахом буду чист.
поскольку говорю истину. Мне не нужно будет краснеть ни перед кем, потому что если я говорю правду, какая причина? Почему до этого мне не приходилось этого говорить? Вы не заметили, не задумались над этим? Мне не приходилось об этом говорить, потому что не было клеветы и лжи на наш народ, и на нашу историю, и на нашей территории. Никто вас не трогал, и до вас дела не было. Вообще люди не знали о вашем существовании как таковом. Понимаете? И не было до вас дела, и нет на самом деле. И поэтому никто вас не трогал. Когда вы начали переходить грани, когда вы начали затрагивать эти вопросы, тогда и приходится. Поэтому отвечать не только я буду, все будут перед Всевышним Аллахом в судный день отвечать. Сею ли я фитну между народами, между братьями, как вы говорите. У меня вопрос ко всем вам. Я прошу вас написать комментарий под этим роликом. Если люди лгут, обманывают, а ты опровергаешь их ложь и говоришь правду, что это недостоверно, это ложь и клевета, кто из этих двух людей больше виноват и больше сеет фитну? Если каждый человек будет просто-напросто, один будет все время врать и рассказывать, а другие будут молчать и говорить, правда за нами, и люди здравомыслящие будут понимать, что его ложь подтверждается и расходится, эти люди точно так же будут лгать и обманывать. Потому что этим лжецам это прошло, и они этому дурному примеру будут точно так же идти, поэтому и люди погрязнут в грехах. Если это ложь, или если вы знаете правду, и если у вас спрашивают правду, одно дело, вас никто не спрашивает. Но если вы знаете правду, и у вас спрашивают о достоверности информации, вы должны говорить правду, потому что наш любимый пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто не говорит правду, тот не из его уммы. Я лично считаю себя из уммы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Я в первую очередь мусульманин, потом я ногчу, и мне перед своими предками было бы стыдно стать завтра вместе с ними в один ряд, потому что я побоялся ради мнимого братства, которые пишут целые вот такие статьи, забрасывают, говорят, что мое происхождение, имеется в виду моего народа, или территория моего народа относится не к нам, что она принадлежит каким-то сюли или каким-то там другим людям. Как вам? Оказывается, Галгай граничили с дагестанцами. Как вам такое? С дагестанцами галгайцы, они говорят, граничили. И они опубликовали, никто им там не возражает. Нету ни одного опровержения. Даже свои блогеры, которые хотя бы маломальски образованы, не опровергают их. А ложь уходит в массы. Ложь уходит в массы. И почему только я? Если бы хотят другие, пускай другие тоже делают это. Но я не собираюсь, по крайней мере, сидеть и молчать. Я говорю то, что является правдой. По крайней мере, так, как я умею это. Я хотя бы пытаюсь это делать. Дальше. И насчет... читаем дальше. Так, Бяхмабилаш. Отвечать за свою ложь. И насчет произошли ингуши. Слушайте. И насчет присвоили ингуши истинги и музыкальный инструмент, как на чеченском, слушайте, как на чеченском языке будет истинг. На чеченском истинга нету, есть истанг. И там вы найдете, вам я не должен каждые ваши сказки и байки опровергать, имеется в виду, вот ты зашел, я не знаю, у тебя нету ни совести, ни чести, ты не можешь ни показать свое лицо, ты не можешь показать свое имя написать. Ты просто написал Сармат, Кавказ. И я тебе что-то должен показывать или тебе подобным, пожалуйста, наберитесь мужества, заходите в эфир, отправляйте запрос. При дискуссии я вам предоставлю информацию, если таковая, как говорится, вам нужна и так далее и тому подобное. Дальше что особо делаешь? Алейкум, Махкой. Ой, компания, писаю, вил. Что две зелена, тени, халет.
Валасо. Причем тут? Так, продолжим дальше. Инструмент как начал истинг. Если в чеченском лексиконе, у нас не лексикон, у нас лексика для начала, лексикон у вас. А в лексиконе вообще нет слова «исти», что значит замужняя женщина, как может быть производимое от слова «которого нет», «которого нет». Ну, это вообще, конечно, смешно. Которого нет. Странно. Точка. Такая же необоснованная претензия, как и на фортангу. Ну, насчет фортанги. Она не называлась фортангой. Эта река называлась Мартанка. Об этом есть достаточно доказательств. Есть карты, документы, что она когда-то называлась Мартанкой. А потом уже начали называть ее фортангой. Об этом достаточно информации. Так что ваши сказки публиковали. Зайдите на страницу у меня, посмотрите и все увидите. Дальше. Также необоснованная претензия на фортангу. Дальше. Не имея слов, опять же, не имея в лексиконе вообще слов на фонему Ф. Господи. Это фонема Ф. Ты понимаешь, Сармат, ты, получается, у нас тоже из Академии шейха Руслана Бузуртанова, да? Нарнеец ты наш. Со своей фонемой F достал. Еще раз повторюсь, Мартанкой она называлась. И до этого она называлась иначе. Тоже опубликовано, есть в документах. Можете посмотреть. Чеченцы заявили, дальше он пишет. Фонема Ф. Чеченцы заявили, что Фортанга есть чеченская река и территория. Тоже странно. Насчет музыкального инструмента Дечик Пандар. Как с чеченского переводится это название? Что значит с чеченского языка это слово, Господи? Ты даже не в курсе этой простой информации для ингуша, который назвал свой инструмент на своем языке, а на всю страну заявил, что ингуши присвоили чеченский музыкальный инструмент. Я ни слова не говорил, что ингуши присвоили ни один чеченский инструмент. Слова я не сказал такого. Кого я имел в виду и что я имел в виду, даже не знает человек. Но, видать, я нечаянно в своей дискуссии о других людях задел этого человека, который, видать, у себя публиковал эти сказки и так далее и тому подобное. Оказывается, это слово Дечик Пандар есть только у них с их словаря. Но вот остается. Пишите в комментариях обязательно. В Инстаграм, в Ютубе пишите. Оказывается, нету слова истинг, нету слова Дечик Пандар и так далее. Еще раз повторюсь. Тот, кто видел передачу мою, там двухчасовая, да, дискуссия с Амадом, посмотрите, где я хоть один раз упомянул слово или ингуши, или дагестанцы, или грузины, или казаки терские, или кабардинцы, кого-либо я затронул оскорбительного форуме. Посмотрите у нас на канале в YouTube или на канале у Нохчи фильм в лучшем, более качестве. И оставьте свои комментарии, само собой вы можете. Может я как-то оговорился, ну ладно. Переводится это назвать, что значит чеченского языка это слово, ты даже тогда, этот бред мы уже зачитали, который назвал свой инструмент на своем языке, нет, это не язык, а это диалект всего лишь, ну да ладно, назвал так, заявил, что ингуши присвоили чеченский музыкальный. Ты же сам говорил, что надо беречь ученому свое имя, а почему ты не бережешь свое имя и свой авторитет в научной среде? Вот такой вот показатель. Я как раз таки берегу любые то, что я говорю, документы или карты. Вы можете посмотреть у меня на канале или видео, откуда я взял, или полевой материал. Поэтому я надеюсь, вы можете это все увидеть. Так, дальше.
Вот фото, на котором чеченцы приписали себе дагестанский замковый комплекс. То есть Шаройский замковый комплекс. Он говорит, дагестанцы приписали. Мухричу. Так называемый брат, сосед одной крови мне пишет дальше. Слушайте. Приписали себе дагестанский замковый комплекс. Он в конце XIV века называется «Завещание Андуника». Ничего вам не напоминает? Вы понимаете, да? Завещание Андуника. Про ауховцев пишет Сагалгайче. Там тоже скрываясь личность и так далее и тому подобное. И здесь пишет тот же самый текст с другого аккаунта. И здесь упоминает, говорит, Андуника Киалалам. Вы сейчас, смотрите, слушайте, вы сейчас новоделами испортили истинную историю и архитектуру чужого народа и присвоили это все себе. Это тот же самый нордийский утырок Баран, который просил мне показать хотя бы 5 с пирамидальной крышей башенных комплексов старые чеченские. Я их показал 7, не считая остальные вообще, которые есть. Это те, которые даже фактически никогда подверглись небольшой реконструкции, то есть какие-то камни небольшие выпали, не нужно было большому восстановлению проводить эти. Они есть до сих пор. Этот нордиец не знает, что они есть, и просил мне показать хотя бы 5, где я буквально недавно опубликовал, вы видели их достаточно много, и причем по всей территории. Но здесь о замковом комплексе Киалал переживает. Где Киалал? Кто это говорит? Где это сказано? Все время, всю жизнь существовавшие чеченские земли. Дальше, смотрите, цена таким башням. А я вам хочу, чтобы вы посмотрели интервью, конечно же, уважаемого мецената Микаила Гуцериева, который сказал, что не оставит ни одного башенного комплекса без восстановления. То есть его, точнее, реконструкции, воссоздание в таком же виде, каким был на территории Ингушетии. И он перечисляет, какие замковые комплексы уже восстановлены. То есть вы восстанавливаете, это не позор. Чеченцы восстановили, это позор. Эти вопросы надо решать у себя дома. Не лезть к нам. Мы отдельный субъект федерации. И сами разберемся у себя дома. Не вам и не вам подобным нам указывать, что делать нам у себя дома. Мы сами решим это. Еще раз повторюсь. Реконструкции и восстановление башенных комплексов все, уже там 3 или 5 восстановил Гуцериев, Микаил, ДРС Хилсон, он хорошим, благим делом занимается. Нужно заниматься своей историей и говорить о своих восстановленных башенных комплексах. А наших говорить не нужно. И кто испортил кому репутацию, оставьте, пожалуйста. Цена таким башням, которые заполнили всю Чечню, заполнили всю Чечню ровно по сметной стоимости от подрядчика дагестанца. Цена таким башням, которые заполнили всю Чечню, равна, хотели написать, по сметной стоимости от подрядчика дагестанца. Именно это место и было границей Дагестана и Галгайче. То есть, чтобы было понятно, оказывается, Шаройский район – это граница всем чеченцам, ногчи, представителям, кто знает свою историю, этнографию и культуру. Оказывается, граница между Галгайче, он указывает, здесь пишет, Галгайче и Дагестаном является Киалал, который являлась Дагестаном и являлся дагестанским замковым комплексом. И я занимаюсь фитной, и я занимаюсь, по-вашему, разжиганием межнациональной розни и всего остального. Это комментарий, который опубликованы под моим постом, посвященный, опять же, Нохчи истории, Нохчи махкоевцам. Там вообще даже не затрагивается вопрос ингушей. Вообще.
Дагестан и Галаче, чеченцев там не было. Вот вам действительная и правильная история. А что я пишу правду вам всем, подтвердит Башлам. То есть я подтвержу, что он говорит правду. Валлахи, биллахи, таллахи. Я клянусь, что в судный день перед Всевышним Аллахом я скажу то же самое, что говорю сегодня. Ты лжешь, ты клеветаешь на ногчий народ. И вот ты и тебе подобные. И все шестерки те же самые, которые подхватывают вот эти разговоры и рассказывают эти. Пускай будут в судный день восстановленными с теми сюли, которые рассказали эту ложь. И вы вместе. И мы будем давать перед Всевышним ответ за это. Вы за вашу ложь, я за свою правду. Я не подтверждал и никогда не говорил такого. И это не является сюли вообще, которые жили в горах и у себя там за Уайхей. Какое отношение имеет к Шарою? Ладно, таким... Вот так, да. Он дальше пишет. То есть тут он якобы умеет, да, лизнуть, пишет. Он в научном мире очень бережет свое имя и авторитет. Спросите у него. Вот такое вот. И дальше ему сразу же написали. Источник представь, интересная информация ему написали под моим постом. Так я же написал, это источник 14 века. Где это 14 век источник? Где? Где этот источник? Ни ссылки, ничего нет. К сведению, на тот период в мире вообще, слушай, на тот период в мире не было вообще Нохчо, Нахчо, Нухчо, Нахчиматян. Отмечается только Гала. Господи. Вообще термин Гала только в 18 веке упоминается. Нет до этого нигде. Там есть река на территории Дагестана, границы Дагестана и Чечни. Она называется Кулга. Кулга. В одном месте. Они называют это галгаевцами. Точно так же, и не в обиду кому-либо, точно так же есть селение на границе рядом с Моздоком, которое называется Галюгаевское. Они подчеркнули, говорят, вот это селение названо в честь галгаевцев. И эти люди заходят и пишут мне комментарии, оскорбляют меня и говорят, что я кого-то обманываю, подготавливаю, ввожу в заблуждение. Вот это вот интересно. Что касается Нохчи Нахчиматян, ну, они это просто с 7 века Нахчиматяне указываются, Кусты указываются, никаких Галга не указывается. Что касается Нахчи, у Нахчта с 1310, с 14 века упоминается. В тот же период. Нигде, ни в одном месте не упоминается Галга. Если есть, покажите. Ни калканцы, ни ковбои, ни кибурнаторы, ничего на букву К не надо только использовать. Именно как вы называете это, покажите. И кто впервые вообще ввел в это, на карту это название, посмотрите, и вы узнаете. Отмечается только Гала. Дальше пишет. Ну, он, да, конечно, и да, Нохчу вообще не имеет отношения. Он после уже пишет, смотрите. Или это твой, ну, то, что это сказки написали. Я тебе таким, как ты, комфортно общаться на таком языке, газуй дальше. Ну, короче, дальше. И да, Нохчи вообще не имеет отношения к галгайцам. Пишет. И тут же сразу закинули ролик. Определить, что будет в будущем, так как было много трудностей. Например, довольно сложное положение сложилось на Северном Кавказе, на котором Грузия фактически распространяла свое влияние. В частности, сложности были связаны с феодализмом. Если на равнинах Грузии
феодализм укоренился и существовал уже развитый феодализм, то в горах это было не так. Горцы оказывали сопротивление как феодализму, так и христианству. И случается удивительное событие: в 1212 году, во время царствования царицы Тамары, дедойцы и пховцы, население Северного Кавказа, восстали против царицы Тамары. Я повторяю, восстание было как против феодализации, так же против христианизации. Они были язычниками и не хотели принимать новую религию. А для такой могущественной страны, какой была Грузия, такое сопротивление было совершенно неприемлемо. Царица Тамара пригласила Ивана Амхаргадзели и поручила ему создать экспедицию, с которой следовало отправиться в Горную Грузию, сразиться с дедойцами и пховцами и привести их в покорность. Это так и случилось. Летом 1212 года, в течение 3 месяцев, Иван Амхаргадзели воевал против дедойцев и пховцев. Это горная местность, и не так легко победить противника. Напоследок, это было настолько сложно, что Иван Амхаргадзели принял ловкое решение. На Северном Кавказе был народ дзордзуков. Дзордзуки в последующий период – это чеченцы. Это говорит грузинский академик Роин Мартвелли. Дзордзуки – это в последующем чеченцы и остальные его общества. Грузинский академик Роин Митревелли. Сойдите, вбейте и узнайте, кто является грузинским. Дзордзуки в последующий период – это чеченцы и ингуши. И вот эти дзордзуки поддержали царицу Грузии, и с их помощью удалось победить дедойцев и пховцев. Очень интересно, несуществовавшие чеченцы поддержали царицу Тамару. Об этом говорит академик грузинский в видеоролике, что с помощью дзордзуков, то есть чеченцев нынешних, были непосредственно порабощены пховцы и дедойцы. Во времена Тамары были. Интересно, да? Это говорит сами грузинские ученые. Как же такое можно допустить? И дальше здесь пишут: может быть, ты спросишь об этом у большого друга ингушского народа Мираба Чухоа, ректора Тбилисского Кавказского университета, доктора наук. Я думаю, он дал бы развернут ответ по поводу дзордзуков. Вот такие вот вопросы. Дальше зачитывать я смысла не вижу. Если у вас есть вопросы, вы можете задать. Я сегодня и так задержал вас. Я не хотел задерживать, поскольку рассчитывал быстро зайти, рассказать вам и выйти. Но поскольку зашел и начал говорить, и даже нас кто-то сегодня, несмотря на позднее время, кто-то даже нас поддержал. Это Казбек. Казбек задонатил. Казбек дал Сейдвар, дал Дупахвал за поддержку. Баркалла. Вот. Иштумдук, короче. Как мы говорится. Если у вас есть вопросы, задавайте. Если нету вопросов, тогда мы подведем итог и закончим. Уважаемые мои братья и сестры, сегодняшний эфир, стрим намного короче. Я вам, ауховцы, особенно ауховцы, акинцы, хочу, чтобы вы посмотрели его. Вопрос не в том, что я там занимаюсь или там не занимаюсь подстрекательством, показываю вам или нет. Нет, это все в открытом доступе. Когда такие вещи читают Сюли, когда такие вещи читают Хири и все остальные, они говорят: послушайте, ваши же говорят, что нет такой проблемы, что вы никогда не были частью, что
что вот тогда, что вы пришли на землю. Царь хадис, что сюли лачте хадяхкин царь деляться, бата шухилла яц, вас несовместимо бошт хамелду, мудиду ишт хамел, мудойтаду ишт хамел. И после всего этого вы говорите, что я занимаюсь какими-то вопросами, которые хочешь там разделить войнаха. Валлахи, биллахи, талахи не хочу. Я и никогда не думал об этом, чтобы от кого-то. Ну, аж шашейна бяш белхибуш. Ишнах мялбу. Üç söylüşen tehitna bu. Царь söylüşü газон киши мялбуш. Где шабуш? Царь техитин царь выжри бош бу. Хотя мы, еще раз я говорю, когда мы затрагиваем вопрос об ауховцах и Ауховском районе, речь не идет об территориальном отторжении, речь идет о восстановлении Ауховского района. Ага, кара дүйштеге 100% сөйлеш дүйштеге. И если сегодня ночью начнут говорить то же самое про пригородный район, какова будет реакция многих ингушетских хаусов, хираш и гумадин дорше хаш выжри бубох шаха, хиришент эхитин бох дүйца мадараши. As Yahyo düğünüdü, Allah'ışma, haus şuçer yaşmayı пабликш, as yaşayacak. As вючо, там, кто ворует культурное наследие, as вючо царашен, as Allah элладатика. Я ингушиш элладатика. Я сказал, те, кто берет и ворует у нас, и тот, кто это делает, они прекрасно знают, кто это. Тот, кто не виноват, никогда не будет брать на себя ответственность, говорить, вот где-то говорилось об этом, где-то кто-то сказал об этом и так далее и тому подобное. Нету никаких заказов, никаких политических заказов и других заказов. Есть ваша ложь. Не будет вашей лжи, будет только наша история. Не будет вашей фальсификации, не будет у вас упоминания. Возможно, тогда, может быть, или вам кому-то это нужно, сунцаха, я не знаю. Но нету здесь злого умысла и так далее и тому подобное. Мы занимаемся своей историей. Кому нравится, слушай, кому не нравится, это их личное дело. Никто не заставляет. Мне лично нету до вас дела, если вы не трогаете нас. Вот такая вот ситуация. Оскорбляете вы, искажаете вы имя, наговариваете вы и так далее и тому подобное. Это ваши личные проблемы. Вы очищаете меня от грехов. Я никого из вас там, отсервиль, вы гори, вожибо, пустыш, хамил, шейпанты, шият, юштат. Я сиятарец. Потому что совол вишу. Мы уже не маленькие дети. Эти чудовища самца Аллах, дом дать Аллах. Шуху алжваб дала, что Аллах Аллах. Хупич бат гайш, что му хуэрду, спичвич, ворса доудях, не раз, питанди, не раз. Совол вишу, шук дауди, что. Аш пич события, са и пич бубоша, гучбах, безар батюш. А са историю сырым. Са ишла, са эхтухла. Сахули. Ах, это уже другое. Не трогайте наших ауховцев и ауховский вопрос. Мы, когда говорим об ауховских землях или об ауховских домах, не говорим в первую очередь о ауховских пригодах. Я, по крайней мере, вообще никогда не говорю. Закон о реабилитации, касающийся непосредственно ауховцев. Все, мне этот вопрос интересен. Потому что вы все больше и больше не оставляете момента. Вы видите, даже когда закидываются какие-то ролики, сближающие единственную историю показывая, общую историю показывая, вы говорите, они специально закидывают, чтобы сблизиться с нами и так далее. Это что за ерунда? Ан юшу. Эйна бал бушуцани. Сам бац, я ногчи кома бачуцани бал. Шей буалх би, шей тай, шей муахклар би. Шуцан де бал бац. Ногчи сахи ваш. О, хузадик тхаш кастурду. Дик дали, го дали, о тхаш кастурду тхай проблем. Шусият сагир чани. Я на свой канал закидываю передачи, общаюсь со своей аудиторией. Если у вас есть вопросы, задавайте, не материтесь, не надо говорить искажений каких-то делать. Если у вас появится конкретно мужество, достоинство, вы можете зайти в YouTube канал bashlam.39 live или bashlam.39 или на Instagram bashlam.39 или в Telegram
Башлан там точка 20, кажется, если не ошибаюсь. Ну, вы видите на канале в Ютубе тоже. По ссылке перейдите, посмотрите. Там мы ведем дискуссию, здесь мы ведем дискуссию. Поэтому, если вы будете лгать, обманывать, я, по крайней мере, пока я еще в здравом смысле, в уме, сайэту хыльча, аспич бюти тарбаться, помхляться. Шуга бюти тарбаться, любой, бюжги вала, верси вала, жипти вала, сей омалас бол, бютча, аспич тарбаться, сейн хучки. Это что? Социально кепар, хамдас поддерживать вяшу, я ватсо. Если та иппаздάζει свя дисинца хули, но са эрвал вистхил, са эту хули, са муншал хули, со дал, аудунян да мел вахруца, харстик дүйч класса омхлат. И цадийти да ажаруса, сей делу что дик сей нохчик оман да ажаруса. Сой ниц мел иса ниетто. Дик нис лахса, гонис лахса, ас идеиду. Деш сахума доча, ако иштой ухом вышт бари, ако хашт ари. Я где-то рассказываю, пример привожу с Леонардо Ди Каприо и красными мокасинами. Мне было хакмайр тиемач был, шаца я зошу нохчимата. Еще раз повторюсь. Я не против красной одежды. Масалла бас. Это цвет, насколько я знаю, нашего любимого пророка Мухаммада, один из святого любимых. Красный цвет, очень много символов и многих чеченских обществ и тейпов. Флаги и стяги были красного. Вопрос не об этом. У меня никогда не было красных мокасин, но у меня была и красная куртка была. У меня есть итальянская красная футболка. Есть и зеленая есть. Мой любимый цвет в основном зеленый. Но когда нету, если бы были бы зеленого цвета кроссовки Adidas фирменные, я чуть ли не единственный человек, у кого есть такие кроссовки, потому что я их под заказ. У меня большая нога, у меня 46 размер. Других не было. И эти кроссовки были индивидуально только в одном цвете, в красном. Я их купил. И они очень хорошо держатся. Нигде не порвались. И это не копии одних и тех же вот на таких платформах, как вы носите маслаба с черного цвета. Я люблю разные цвета. Но в данном контексте Астюгязич я написал, что да, у меня есть кроссовки красного цвета. Одна пара. Есть белые, черные, остальные все черные. Ну и что? Это делает меня какой-то другой национальности. Я пример с а-ля прической Леонардо Ди Каприо имел в виду этих людей, которые с зачесанными челками, все такие нафуфыренные, считающие себя самыми крутыми, делающими маникюр, патикюр и так далее. Я имел в виду вот этот облик дэнди или современного мужчины, который никаким образом не имеет ничего общего, кроме как общей ДНК со своими предками. Что человек должен быть скромен. Я же не говорю, что если у него красные какие-то старые, там, я не знаю, ботинки или что-то, что он крутой, что он не наш, из Мацабахас. Это был просто облик, описание людей, которые пафосно, круто, там, чрезмерно себя сравнивают, говорят о чем-то родном, когда ты одет, извини меня, по последнему писку моды и на сегодняшний день не готов ни к чему. Вот о чем была речь. Поэтому глупости бывают разные. Ладно. Ибрahim, если есть вопросы, присылай. Башлам, у тебя еще очень много работы будет, потому как они врать не перестанут, так что набери сил и терпения. Я чечен, I'm free, feel free, кажется. Терпение у меня есть, возможности будем искать. Вот, пока, кроме этого, у нас все, как говорится, имеется, и документы, и если будет ложь, будем опровергать, будем зачитывать, будем публиковать дальше свои документы. Очень много интересного впереди. Я думаю, сейчас уже более активно читают, смотрят и ставят лайки, оставляют комментарии. Особенно прошу, чтобы вы ставили лайки
оставляли комментарии, плюсики, или хорошо, или плохо, что-нибудь напишите, распространяйте максимально, как говорится, наши видео в Инстаграм, в Ютубе, в Телеграме, в Твиттере. Мы есть везде. Мы везде распространяем историю своего народа. Мы везде распространяем историю о наших национальных героях, о наших традициях, культуре. И само собой все это необходимо знать, рассказывать своим детям, доводить до своих детей достоверную информацию. На нашем канале достоверная история, достоверные карты, все достоверное. Если кто-то укажет недостоверность того или иного документа, который я опубликовал, или это окажется фальсификация, вы просто можете указать, что это башлам подделка, я сразу же его удалю и уничтожу, или географию, даты и так далее и тому подобное. Это очень важно. А иначе, если наши дети не будут знать, какие были границы нашей Родины, где проживали наши предки, как говорили, сколько диалектов, сколько наречий, сколько тейпов, тухумов и так далее и тому подобное. И относится ли это к нашему языку или нет, мы потеряем свою идентичность, станем или Дагестаном, или остальными там нордийцами, там, которые по соседству. Мы в основном, хоть и называемся многонационально, но наши республики в основном проживают ногчи. Ассаламу алейкум, башлам. Есть ли далил того, что старейшина на видео про Хабиба говорит правду? Центаровский. Далил, я вам скинул видео, где сданы ДНК-тесты. Этот ДНК-тест показывает. Это двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова. То есть он Нурмагомедов. Сын брата Абдулманапа, если я не ошибаюсь. Двоюродный брат Хабиба. Точно так же говорили, что есть и сам ДНК Хабиба, где он сдал. И все ДНК-проект сразу показал, что родство у него, хоть он в селении Сильды вырос, что его предки ушли отсюда 312 лет тому назад, из-за кровной мести поселились среди Сюли, в селении Сильды, он является исконным ногчи народом. То есть ДНК не изменить. У него J2, и этот ДНК есть только у холондоевцев и только у ногчи. Нет у Сюли такого ДНК, чтобы вы понимали. Вот этот далил у нас есть. Далил точно так же, что это старейшин, который пришел и рассказал, что они ушли 312 лет тому назад и так далее и тому подобное. Я еще раз повторюсь. Я сам не сторонник того, что, как говорится, если бы не было бы этой информации достоверной, где говорится, там рассказывают, как они ушли, они, оказывается, приезжали, чтобы убрать эту кровную месть, которая была до сих пор в марте. Есть еще одна информация, что в марте чуть ли не сам Хабиб даже, не знаю, насколько это достоверно, фото есть аудиозапись, где говорится, что они приезжали сюда, чтобы убрать кровную месть, они уже убрали кровную месть, оставили, и все остальное, что у них есть родственники, друзья в Гикалу, в пригородных, кто проживает из-за этого тейпа, какие они взаимоотношения с ним поддерживают. Еще раз, для всех зрителей Ютуба, вы знаете мое отношение ко всему этому. Я знаю, что он проживает как минимум 100 лет, это 4 колена. Если он проживает там 312 лет, это как минимум 12,5 колен он проживает среди Сюли. Возможно, 2, 3 или 4, несмотря на это, если они до сих пор называют его из Холондоя, что он является холондоевцем, что он является ногчи, они же могут сказать, что это в принципе не нужно, но они сохраняют это. В этом ролике говорится, что он родственник его. Есть сопровождающая аудиозапись, я не положу. Они говорят, что они прямые родственники этого Хабиба Нурмагомедова. Что они родственники. И он рассказывает, что он оттуда. И он рассказывает, причем детально рассказывает, почему они там не хотели или не называют себя теми, кем они являются. Но суть сейчас не в этом даже, вопрос не в этом. Я понимаю, и Сюли понимаю, и других понимаю, которые не хотят, чтобы Хабиб там стал чеченцем и так далее, там показал чеченский кровь. Никто, ни один ногчи не может опровергнуть того, что холондойцы являются
не нохчи. Они являются чистокровными нохчи. И шароевцы все чистокровные нохчи. И ДНК бы показала, если там все флаги среди этого ДНК ветки, ближайшие родственники, там стоят все чеченские флаги. И один Дагестан. И этот, оказывается, родной брат, там, двоюродный брат Хабиба Нурмагомеда. По крайней мере. Достоверно это или нет, интервью может дать сам Хабиб. Я думаю, что он уверенно может сказать, кто-либо в дагестанские паблики могут отправить и сказать, что этот старик не имеет никакого отношения к Хабибу Нурмагомеду, что он рассказал неправду, что я могу сдать ДНК официально, вы можете проверить, и я не имею отношения к чеченцам. Это проще простого. Нужно взять палочку, он сейчас сам находится в Дубае, или где он там находится, отправить 5 секунд с его деньгами, с его возможностью, он может отправить в Европу самую лучшую базу ДНК, сделать биг-тест и посмотреть, и сразу станет ясно, кто его родственник, кто нет, является он, грубо говоря, что он имеет с аварцами по материнской или по отцовской линии и так далее и тому подобное. Все это станет ясно. И мне смысла его приписывать, я не пытаюсь этого. Просто-напросто мы указываем какие-то моменты, потому что на протяжении долгого времени этот вопрос очень сильно муссировал. И много называли чеченцев, что там недостоверно вы себе приписали, потому что он там непобедимый чемпион UFC и так далее и тому подобное. Нет. Сегодня он уже не боец UFC, сегодня он, как говорится, да, экс-чемпион, да, бывший, потому что сейчас он уже не участвует в этих. Но несмотря на это, когда появилась такая информация, об этом сделал пост, и многих это и обрадовало, многих это и не обрадовало. Поэтому Сюли это не подхватили, честно вам скажу, паблики. Но, видать, может быть, не хотят. Я не пытаюсь из Хабы сделать ночью представителем или из других. Если мы там говорим по нашим традициям 7 колен, мы не об этих вещах говорим. У него-то 12 колен прошло. Но мы говорим об одном. Кем бы человек не был, по исламу он не может назвать себя от другого отца. И если его 13-й потомок, 13-й предок, он знает всех 13-й предок у него окажется Нохчу. По остальным он может себя назвать 7-й, что был аварец, 8-й, что был аварец, 5-й, что был аварец и так далее и тому подобное. Да? Но последний, грубо говоря, если снизу вверх он пойдет, когда дойдет до 12-го или 13-го отца, он окажется Нохчу, из народа Нохчу. Кого он себя считает, и если он знает и сдал ДНК, и он является правоверным мусульманином, он не имеет права лгать. И этот вопрос нужно задавать не мне. И тут вопрос не в том, кого вы приписываете, кому не приписываете. Здесь этого как раз-таки вопрос не стоит. Я опубликовал в Надежде, и на самом деле выиграл огромный ажиотаж под этим роликом, комментарии и так далее и тому подобное. Ни одного Сюли я не пытаюсь сделать Нохчи. Но мы говорили, что есть такие тейпы, и мы знаем 1, 2, 3 названия тейпов, которые сегодня проживают в Дагестане. Они называют себя Сюли. Может, им так уже они себя считают таковыми. Мы же ничего не можем сказать про грузинские, чеченские общества, которые стали сегодня грузины. Вацпийцы, Тушиных, Пшаву, Кевсуры считаются, что наше общество, по крайней мере, наши старейшины так говорили. Есть тому подтверждение, есть документы, и сами грузины это утверждают. Но они огрузинились, христиане, грузины, и все. В чем проблема? А те стали там дагестанцами, стали Сюли. Это не Сюли должны говорить, у нас у вас наши 40 тейпов. Никогда в жизни не было. Да и сами Сюли не состоят. Жайхуай назовите их, или Сюли назовите. Не состоят из 40 тейпов. Там 1 тейп, 2 тейпа. Жайхуай их называют, или Сюли их называют. Все. Умки это отдельно. Анди это отдельно. Дидой это отдельно. И таких сколько там отдельно. Как бы они называли, не объединяли их.
Отдельно, потому что отдельный язык, отдельная культура, в документах они написаны отдельно. Издревле, точнее, имеется в виду. Разные территории, разные языки, разные культуры потом объединили под одно, дали общее название, и все. Они говорят, что это вы один, что они один народ. Андоцесские называют, да, то есть называют их, допустим, они говорят, вот, дедойцы, андийцы и так далее, всех перечисляют, говорят, это все аварцы. Ладно. А когда мы говорим, и грузины в том числе, когда грузины говорят, мигрелы, сваны, там и так далее, и тому подобное, все, валикум ассалам, что все они грузины, Нохчи его говорят, хорошо. А когда перечисляют чеченцев, чеченцы и ингуши. Мы говорим, чеченцы и ингуши это не отдельно, что это одно и то же, маслабас. Не дагестанцы это, грубо говоря, называют отдельно, и грузины называют отдельно, причем грузины даже перешли больше, они говорят, чеченцы, ингуши, бацбийцы и так далее и тому подобное. И сами ингуши тоже используют это. Когда мы перечисляем их как ингушей, мы должны называть джайраховцы и так далее, и так далее. Это все одни ингуши. А когда они называют, они говорят, мы войнахи это чеченцы, эхи, орствай, мелхи, иро, и начинают. Нет, тухваш. Всех, кого ты перечислил, кроме ингушей, это нохчи. И нохчи, тухомы и тайпы. И они всегда были в составе чеченского народа. И на 4 года только небольшой срок, когда вас создали в 1860 году, с 1862 по 66 год, если на эти 4 года случайно, нечаянно они попали туда, и по заявлениям самих же акинцев сказали, мы не этого народа, у нас всегда, а это есть, это исторический факт. У них есть вражда, они воевали между, акинцы всегда нападали, убивали, об этом есть доказательства и видеозаписи самих же старейшин ингушей. Поэтому не нужно рассказывать сказки. Акинцы не являлись ингушами. Никогда. Они не могут быть де юре и де факто, потому что сами лом-акинцы или акинцы старше ингушей. То есть ингуши понятия не было даже, когда были акинцы. Или про Галай я вообще молчу. Поэтому вот о чем я говорю. Являются ли Галай и Галгай одним и тем же народом? Нет, не являются. Галай это Галай, орсхойский тухум, а галгайцы это галгайцы. Это отдельный тейп был вначале. Потом уже стал народом. Об этом говорит Муса Зурабу, об этом говорит ныне покойный Нурдин Кадзоев. Ролики посмотрите, вы увидите, что этот термин начали использовать более поздним. Уже вначале были тейпы, а потом он стал, из тейпа он стал народ. Но это ваша история, ладно, мы туда не заходим. И к чему я это хочу говорить? Когда вы называете, вы хотите, чтобы грузинский народ или дагестанский народ называли единым. А когда вы называете чеченцев, чтобы не назвать их нохчи или чеченцами, вы выдумываете какие-то нахи, какие-то войнахи, какие-то вот такие вот термины используете. Вот не назвать или нохчи, или чеченцами, чтобы не назвать. Эти оба термина вам ненавистны. Зависть вас берет, или что, я не знаю. Я не сторонник сам этого названия чеченцев, валлахи, не сторонник. Я знаю, как являюсь историком, я знаю, как назывался наш народ. Для меня это название является достоверным. Но я знаю прекрасно, как называли мой народ в древности. И дзурзуками называли, и кистинцами называли, и мизджегами называли, и качкалыковцами называли, и акоками, и акисами называли, и акки называли. И много-много еще как называли. Шашанами, цацанами. И сколько вам еще? Сасанами. Нахчарами называли. Буркиналцами называли. Что вам еще назвать? Эти все названия, к сожалению, давали наши соседи. На своем языке. Само название у нас всегда было одно и остается. Поэтому я не знаю, каким образом и что вам нужно еще рассказать. Религия
наши религиоведы, которые рассказывают о религии, уходят в любую исламскую историю, но забывают о своей родной истории. Я не упрекаю их, я знаю, что да, должны изучать религию исламскую, тоже это важно. Но где ваши познания истории, родной истории? Почему вы более глубоко не можете рассказать об истории своего народа? Почему вы не интересуетесь? Или, по крайней мере, достоверно, почему не постараетесь, не посмотрите распространение ислама, как он распространялся? Вы готовы изучать любую арабскую историю, но не изучаете своей истории. Поэтому сегодня в Турции, в арабских странах, там, где Аль-Аскари, в другом месте ученые, преподаватели говорят, защищайтесь об истории своего народа. Людям, у арабов это 200-миллионная нация. У них достаточно историков, которые описывают их историю. Они свою историю знают. Ну зачем нам изучать их историю, если мы должны в первую очередь знать свою историю, а потом непосредственно уже и учите их историю, если она вам интересна. Я не говорю об истории непосредственно нашего любимого пророка. Нет, речь не об этом идет. Я вообще говорю об остальном. Сидят, рассказывают там, это мы знаем, то знаем. Альхамдулилля, хорошо. Хорошо. Это важно, наверное, и нужно. Но наша история, она умирает. Мы теряем родные имена, мы теряем все свое родное. Вы собираетесь в различных пабликах, в группах, в телеграммах, везде вы собираетесь, вы обсуждаете какие-то политические баталии, какие-то религиозные баталии. Но вас силой не притащишь на исторические блоги. Вы говорите обо всем, но если вы не будете знать свои истории, если вы не будете распространять свою историю, если вы не будете заниматься своим языком и так далее и тому подобное, все, что вы делаете, напрасно. Вы как народ перестанете, как этнос перестанете существовать. Почему вы не понимаете этого? Разве что-то сложное я прошу или призываю вас к этому? Не надо искать в моих корнях или чем я когда-то занимался, я политикой. Оставьте это. Я же не сижу вам и не рассказываю, какой я хороший, какой я правильный. Делайте все как я. Я разве это прошу вас? Нет, я как раз таки прошу вас заниматься своей историей. О какой государственности, о каком суверенитете, о прошлом, будущем, настоящем, о вообще развитии экономическом, политическом, юридическом нашей государственности, да, Нохчичуя, которая написана в Конституции государства, в государстве называется Конституция Чеченской Республики, написано. И вообще, в принципе, о чем вы можете обсуждать, если вы не знаете историю? О чем? Я не могу понять. Вырвав пару цитат или назвав пару национальных героев, вы считаете, что это является всей историей нашего народа? До сих пор, занимаясь этим вопросом, ладно, 5 лет я отучился, я не историк, я исследователь, который закончил исторический факультет. Несмотря на это, до сих пор, на сегодняшний день, каждый день я нахожу все новые и новые информации об Айсангуре Биноевском, о шейх Мансуре, о Бейбулате Таймиеве много не знаю, о многих наших наибах не знаю. Вы знаете всех спортсменов UFC, сколько у них боев было, сколько у них денег, какие у них машины, тачки, какие у них телки. Вы все знаете. Но стоит вас упомянуть о чеченской истории, вы не можете и десяток назвать даже. Не можете назвать. Это постыдство. Это смерть нашему народу и нашему этносу. Вы сидите, катаетесь там на самых, грубо говоря, 30, 40, 50 миллионов стоящие машины, в самых крутых заведениях, казино там, я не знаю, что бы ни было, ресторанах, в любых крутых государствах мира. Вы сидите в самых лучших местах и занимаете пафосные должности. Но стоит вам упомянуть свое родное, что вы сможете рассказать? Пару словечек, которые вы услышали. Сколько родных имен? Почему никто не заботится и не говорит, что у нас уже из 100%, 98% дающих имен нашим детям являются арабскими, мусульманскими, ладно, не арабскими.
Это хорошо. Никто не против, что вы называете. Но хотя бы 50% шей нохчиц эштах мегардацаш. Ой, нохчи дать свой. Нам Всевышний Аллах не запретил своих детей называть. И каким образом вы будете отличаться от других? Нас Всевышний создал разными народами, с разными языками, группами, тейпами, я не знаю. Мы теряем свою национальную идентичность. Мы одеваемся как европейцы, ездим на европейских тачках. Мы говорим на многих европейских языках. Хорошо, никто не против. Такова жизнь, и это законы глобализации. Но вы теряете свою национальную идентичность. Единицы, кто носит национальную одежду. Да, хорошо, еще 50, ну ладно, не 50, 40% представителей нашего народа носят нохчи кунш. Да, пяс я еще оставим его, половина исламский атрибут, и 50% это национальный атрибут. Именно пяс, я что нохчи пяс баш у нас. Ни арабский, ни таджикский, ни каких-либо. Именно нохчи пяс баш у нас, как они на рисунках везде есть и 18-19 веков. Ладно, это оставим. Куй. Пяс еще, который можно именно чеченский пяс баш у нас. Это есть отличие между арабскими и другими, потому что тот, кто был в хаджи, знает, как когда ты с этим пяс поедешь в хадж, я, по крайней мере, мне человек 30 или 40 подошли и просили, и нохчи пяс луриацара, чен хаджи болша, шашхуна, таджик, узбек, особенно сильно, вот с азиатских стран просили это. Именно нохчи пяс ешь. Я сам столкнулся, это мне не нужно сочинять или выдумывать. Нохчи кунш левушвеш и того тоже. Это все, что осталось. Остального ничего нашего родного почти что не осталось. Ничего. Вот это мне обидно. Это когда ты просишь, возродите. Ну, пошел процесс по селам, когда села, если бы с каждого представителя каждого села, являющийся юрт ешь, мах беш, вот что. Когда этот вопрос поднимается, проголосуйте, отправьте в парламент, скажите, хартхаюрт цехейциш, харнохчиц и езертхон. То сюли дац, то казак штац, то хидеш дац, то кааш беше, нохчи бор, нохчиц и харьярохон шир ари. Да казак тайд, а я айтиш альш. Многие последовали это. Сунлер дия хар, сия харт, оллар, лакар, охар, хартхаюрт цею, оқвален сөйлеш бах, шашквален гонкиш бах, шашквален галгаш бах, шею и вообще бож, галгаш бо юк олар. Причем все они, никто из них почти что не является автохтонным народом. Харш табяхкин бу, дониш табяхкин бу, хоршат табяхкин бу, дониш вообще гуайл хилдияин бу, хорш салайна нохшик ома дакастен отдельно камхил бу. И эти люди тебе говорят, хартхаю, хартхацею, хартхацею. Hoş tebehkin boşa, koç hoş kaç bu. Hoş etsi belamar va'bisin boşa, hoş koç hoş kaç bu. Ah, bak da ayça hanatsistu, hanatsiyonalistu, ha busul bavat, ha tsiye و ha kunzel bel و ha داخل دوسق چلوختر, حنین خل دوسق چلوختر, حقل دوسق چلوختر, شادک بال خودتر, ha общественник خلی, ha خونز دهکن سورت دوی, حبو خونز دهکن سورت دوی, مس همانز بال خل شیگ دعویش دو همان تی حق این хубохтеш, удюстеш, алла чаквала двенадцать ход. Ищут какие-то проблемы, а реальных проблем не видят, в упор не видят, или не хотят. Нохчик ам $10 диез, нохчик ам $10 диез, $1 диез, üç bartxil, üç çağbel, üç tabel, üç diyebadiyeb, üç diyeshadiyeb, üç baxabel, üç tabolga. Üç şuarlı bu, şuarma bellaha, üç şey şemet, şey değiş'in bullaçtı, vahuşur bu, atkhun salya ikhalit. تخون نقطة هلا خلت لا قيتشون السير آمل شويتس سير وين شويتس قيتش
نوخشي تسخلش نوخشي تيانش ليشخلش جيميلو أنت وردوت مدان اعتير لات نشتغط واخو شردو يلتسنو سلام بوردو Havayat hariş yatır, zati bir boşt, boğatır bu, ne только üç hallık beş. Üç en bayatı abvinit bir hallık beş, da tan taypan te kaç ashabı liyo taypat akılla dat la tan yazın ya hallık sabah da bekla. So. İdiş bu. İluş bu. Hog dünyada nakşık an dadakluş bu. Aşu tan yakittin dol. Ser boştek düç dolar şu vayna hiç خليلش كبيرش خليلش بس وين خيش بالش وين عشان دحل بول داتشون وين اخسي لولرdan gergernak idat istüçtek şu واخو şu advokat خلي دخوتي شيق olman hum eladüti naxanlı orşlildaş halga dole halıkto yaşaysak çevütaş يدسونا وستلت دوش خلق وش تيحش ليشو غيبتش دوش شيء بلا تيشن بيخبوش يمثل ليش ولا اش مثل ولي ترو تشين بالخ باتا قيك الوتروش يا اهتو بير بات اش غنا استلوت دات يدق شو تي سنه وينخ الري قناخ الري يدات وديوشتك وبوشتك شيء قومن ساتسجت شيء مخكن ساتسجت هرهلك دغيت لوشتلا يدوخ يتلوشتلا شون شين تان شو منشلو هو دكشو والله بالله تالله سونسو الله وقالن دحر بوصل بو صنخشو خالن سو وقيو شو إيش داتا يشو تنس إي داتا يو يجري ويجري يموخ بيش باتا Anokşi dats tro xerchila dats oya süli gonki galga asqi dutqo ali shu dadaqch o bula bisin bol shertsani o tsahom dilder moqlar bina khay bart bina tan art litsamger rex and aisa dejen shamel sfer da'lat ishti pitan dias bolnach bützes Etsun malu, etsun oma die, hartsuns bal bia shushun, har ushun bosh. Shu pitnish dajwash ashtu, nochchi qoman ulqa. Конце концов, травить вой борсан уже шед, ама варти ха борзу. Любой чем ты мaqiyat тقiyat мaqiyat ها гуштойшон, танахани уqa'atsa ashun isht. Haqar shiyuhar nochchi ole. كرش على اشتيتو سي هالموحك هالهلك دويتي ايهم ليلدو اتسومن اويلا كوارت بوچوغا شنوخچو دعتسن ميوخ قوم خلريزو ات اوزبك ولا او كرغيز ولا او تاجيك ولا اسومت صباح ولا بود тем кем ты являешься но нас не трогай наши не трогай. Все, ладно, на этом я заканчиваю свой эфир. Казбек, который сегодня поддержал, задонатил, да я решил, Казбек дал. Я прошу прощения вас, мои братья, я сказал, что недолго зайду. Я хочу, чтобы вы понимали, к сожалению, вчера и сегодня я не смог зайти на восточный телефон, я чуть чулани, чувелесо, спондерка интердол. А так, если получится, сделаем. Если завтра будем делать, то в 10 часов. Я постараюсь завтра оставить телефон тоже у себя. Соида нагасан иттячи решун экран эфир. Если шухата что остан жвапало в душу. Ибраим, он дерес хил, интервала с хейзон на хайне ука. Подключить вольно. Всем ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассаламу ва рахматуллахи ва баракатуху. Сондера, если у вас будут вопросы, шейхата шхалаха. Hatta mega душуна кячина шхата штельчан вашу жвапалу душу масандерия схил, пишите в директ, пишите в Инстаграм, в Ютубе, везде мы есть. Если у вас есть вопросы, присылайте книги, фотографии, ролики, касающие нас, нашей истории, нашей географии. Буду только рад.
обратная связь есть, отвечаю всем. По крайней мере, если есть, я говорю, что это есть, мы публиковали. Если нету, я говорю, публикую обязательно. Шундер Схил, Адекюэль. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. И моя просьба, рассылайте всем наши ролики, пускай просматривают, пускай подключаются. Чем больше нас будет, тем больше мы сможем сделать пользу для нашего народа. Адекюэль Маша. مثلا değerli skul. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Masa büyüste galol.